программ, фондов, частных инвестиций и так далее. И мы на сегодняшний день находимся в ситуации, когда мы можем еще по Кыргызстану прирасти по объему привлеченных грантов. И сегодня мы покажем, с помощью каких инструментов это можно сделать, как мобилизовать дополнительные грантовые ресурсы. Но в то же время мы увидим, что эти возможности ограничены, и нам надо думать над дизайном национальной системы климатического финансирования, то, что коллеги в различных ведомствах уже делают. И мы покажем, как это можно сделать. Если перейти к следующему блоку, международной архитектуре климатического финансирования, хочется сразу же остановиться на достаточно такой сложной схеме. Но еще раз повторяю, что все указанные презентации, они будут у вас, вы можете детально это рассмотреть. Я сейчас основную преамбулу постараюсь охватить. Вся мировая архитектура климатического финансирования на сегодняшний день, международная, подчеркиваю, она строится следующим образом. На богатых стран, доноров, которые предоставляют ресурсы для основных таких климатических фондов. Это глобальный экологический фонд, зеленый экологический фонд, специальный фонд по изменению климата, фонд по адаптации, фонд чистых технологий, стратегический климатический фонд и так далее. Большинство указанных фондов, они работают в Кыргызстане в той или иной степени, особенно зеленый климатический фонд и глобальный климатический фонд. Они очень активно работают с программой развития ООН, с другими агентствами Организации Объединенных Наций. И указанных партнеров, в принципе, все знают хорошо. Но мы хотели бы в рамках сегодняшней дискуссии особое внимание подчеркнуть на некоторые ограничения, связанные с функционированием указанных известных механизмов в Кыргызстане. Ну, например, что вы на сегодняшний день уже работаете с крупнейшими климатическими, международными климатическими фондами, которые есть в мире. Это Зеленый климатический фонд и Глобальный экологический фонд. Они создавались в международном масштабе для реализации проектов, климатических механизмов. Сначала это был Киотский протокол, в 2015 году это стало Парижское соглашение. У нас появились определенные фонды климатических инвестиций, Clean Technology Fund, так называется, стратегический климатический фонд. Но так или иначе, весь этот инструментарий в глобальном масштабе, он достаточно ограничен. Вы работаете с этими ключевыми игроками, но вы не работаете с рядом других игроков в Кыргызстане. И сегодня немножко позже мы остановимся на них. Если посмотреть более углубленно на указанные климатические фонды, есть очень интересное распределение. Какое количество проектов было реализовано указанными фондами, по каким направлениям, например, митигация, адаптация, и какой средний вклад определенного фонда в проект. И мы можем видеть, что Зеленый климатический фонд, он фокусируется на достаточно крупных проектах с объемом финансирования вплоть до более чем 40 миллионов долларов, и они решают достаточно стратегические задачи. А ГЭФ, верхний левый квадрант матрицы, они реализуют большое количество проектов, но единичный бюджет у них маленький. Все остальные фонды, они, как правило, находятся где-то посерединке. Не очень большие бюджеты, не очень большое количество реализованных проектов. И это нас в контексте Кыргызстана подталкивает к следующим выводам. Во-первых, мы должны в полной мере использовать указанные инструментарии, но мы с их помощью можем реализовать ограниченное количество проектов ограниченного масштаба. Все указанные фонды, подчеркну, они работают в Кыргызстане, но у нас есть определенные возможности, как нарастить сотрудничество с иными донорами. Но мы должны таргетировать наши проекты, зная вот эти вот ограничения, которые есть по работе с новыми партнерами. Следующий блок, он показывает, каков у нас может быть, например, средний бюджет проекта в разрезе основных климатических фондов. То есть он варьируется в достаточно широких пределах, от 4,5 где-то до 49,5 миллионов долларов. При этом зачастую есть потолки в расчете на одно государство. То есть, например, адаптационный фонд, он работает со страновым потолком до 10 миллионов долларов. Фонд наименее развитых стран, он работает с большим потолком, но опять же, это достаточно серьезные ограничения, которые не позволяют нам стратегические задачи, связанные с реализацией стратегических целей климатического планирования, полагаться исключительно на указанные механизмы. Мы должны изыскивать в том числе альтернативы.
Крайне важный аспект, который всегда очень сильно волнует представителей органов государственного управления, это требования по софинансированию и мобилизуемые ресурсы софинансирования в рамках работы с каждым конкретным фондом. И мы можем видеть, что донорское финансирование, вот это грантовое финансирование, оно не является, естественно, панацеей, потому что условиями предоставления ресурсов указанной поддержки является обязательно предоставление или хотя бы показать некий объем софинансирования указанных проектов. И для ряда фондов, например, как Зеленый климатический фонд, вот этот мультипликатор соотношения $1 гранта и того софинансирования, которое вам надо показать, оно достигает практически 2,5. То есть на $1 инвестиции вы должны показать $2,5 софинансирования. В случае ГЭФа этот мультипликатор в среднем по выборке проектов достигает 40. То есть на $1 инвестиций ГЭФа страны показывают вплоть до $40 мобилизованного финансирования по другим каналам. Бизнес, государственные программы. Опять же, это к чему нас подталкивает? Донорские вот эти вот ресурсы, грантовые фонды не есть панацея. В любом случае, даже если мы рассчитываем на них для решения определенных тактических задач, мы должны показать, что страна делает определенные шаги с точки зрения развития национального инструментария, мобилизации национальных ресурсов. И это на самом деле является определенной проблемой для государств Центральной Азии ввиду там имеющихся бюджетных ограничений и так далее. Наконец, какими финансовыми инструментами работают основные климатические фонды? Это могут быть гранты, что естественно, что нас в первую очередь интересует. Это могут быть займы. Это могут быть инструменты митигации определенных рисков, связанных с климатическим финансированием. Ну, это могут быть инвестиции в основной капитал. Есть глобальная тенденция. Сейчас указаны ключевые партнеры, с которыми работает Кыргызстан. Они стремятся отходить от простых механизмов поддержки, грантового финансирования и переходят к более сложным механизмам того же заемного финансирования или определенного инструментария дерискинга. То есть они инвестируют в ресурсы не просто в какой-то пилотный проект, а в то, чтобы вы создали инструмент устойчивого финансирования каких-то проектов, например, и обеспечили работоспособность этой бизнес-модели, возвратность инвестиций, повторный запуск этих ресурсов в проект. И это подталкивает нас, опять же, к необходимости очень четко продумывать, какой инструментарий климатического финансирования для различных отраслей, для различных секторов мы можем предложить Кыргызстану для того, чтобы решить практические задачи для водного сектора, для сельского хозяйства, для энергетики, для дорожного строительства, а не только для сфер, которые попадают в компетенцию Министерства природных ресурсов. Вот почему это все делается. Наконец, важный аспект, с кем работать. Если мы посмотрим на то, по каким каналам предоставлялись государством ресурсы международных климатических фондов, мы увидим, что есть две ключевые категории партнеров. Это агентство ООН и это международные финансовые организации. То есть две вот эти группы игроков, они мобилизуют основную часть ресурсов, и они помогают странам реализовать проекты на основе вот ресурсов, предоставляемых вот Зеленым климатическим фондом, Глобальным экологическим фондом, фондом адаптации и некоторыми другими структурами. Вот почему с программой развития ООН надо дружить, как и с другими агентствами Организации Объединенных Наций. Они являются ключевыми провайдерами и реализуют указанные проекты. Но зачастую, и это все более такая активная тенденция. Климатические фонды партнерятся с международными финансовыми организациями. То есть, например, тот же ГЭФ, он любит работать с Мирным банком, Азиатским банком развития, и они говорят, мы делаем смешанное финансирование. ГЭФ выделяет грант для того, чтобы вы подготовили законодательство, обучили людей, приняли, реализовали новые стандарты, а инвестиционный компонент позволит сразу же вам реализовать достаточно большие масштабные инфраструктурные проекты, например, в водном секторе, либо в секторе повышения энергоэффективности. И вот такая вот модальность сотрудничества международных банков и климатических фондов, она сейчас все более популярна, потому что просто инфраструктурными инвестициями разовыми, даже большими, вы не решаете проблему, например, разработки новых стандартов, адаптации лучших практик, подготовки персонала. Поэтому мировая финансовая инфраструктура климатического финансирования, она идет таким способом. Обязательно нужен вот этот мягкий компонент, и его ни в коем случае не надо бояться. Более того, это является обязательным условием. К сожалению, неоднократно приходилось слышать от
национальных партнеров, органов государственного управления в различных странах. Нам не нужен мягкий компонент, давайте нам лучше больше инфраструктурных инвестиций. Вот я хочу сказать, что это неправильный подход, потому что международные доноры, климатические фонды и международные финансовые организации вам просто не дадут ресурсов, даже крупный кредит, даже какой-то относительно небольшой проект не смогут реализовать, если вы этот мягкий компонент, связанный с развитием, институциональным, устойчивым развитием, не сможете реализовать. Поэтому вот восприятие того, зачем доноры выделяют определенные ресурсы для того, чтобы обучить, показать, подтянуть научную базу, образовательную базу, вот эти вопросы, я думаю, рано или поздно они снимутся с вашей стороны, в том числе и не будут задаваться. Наконец, важный аспект, связанный с работой с международными донорами, это административные издержки. Это не всегда очевидный как бы элемент, который многие органы госуправления не знают. Но всегда есть определенные затраты на администрирование любого ресурсы, которые вы привлекаете по международным каналам через, будь то Всемирный банк, Азиатский банк развития, программу развития ООН. Органы госуправления зачастую задают вопрос, почему у вас такие большие административные издержки. Но это как раз обратная сторона медали, когда вы работаете над длинным проектом, сопряженным с длинными какими-то изменениями, вы обязаны эти расходы нести, потому что без них вот эта вся софт-часть, она не может быть реализована просто. Вы не сможете сделать соответствующие изменения нормативной базы, потому что работают эксперты, работают большое количество мероприятий и так далее и тому подобное. Поэтому вот это важный момент, который тоже должен учитываться, когда вы работаете с понятными вам известными источниками финансирования. И, наконец, следующий, наверное, покажу слайд. Сейчас, минуточку. Минутку. Да, вот этот. Сейчас, подождите. Время на утверждение проекта. Важный момент. Зачастую наши партнеры хотят подготовить проект и быстро его реализовать. И что абсолютно логично. Проблема состоит в том, что вот этот временной лаг между разработкой концептной проектной идеи и началом, собственно, реализации проекта для различных климатических фондов, он варьируется, составляет там от 10 до, вплоть до практически 3 лет. Поэтому важная проблемная зона, когда вы ориентируетесь на климатическое финансирование с использованием ресурсов международных фондов, состоит в том, что вы ваши проектные предложения должны формировать, исходя из того, что те задачи, которые для вас актуальны сегодня, да, они должны остаться актуальными к моменту начала проекта. Мы неоднократно сталкивались с ситуациями, особенно вот в области электромобильности, например, когда национальное ведомство хотело реализовать проект, подготовлено проектное предложение, оно запускается проектом через 2-3 года, к этому времени рынок электротранспорта уже начал развиваться сам по себе без всякого участия международного донора. То есть те изменения, вот почему важно видение, вот почему важно, чтобы вы, формируя стратегию определенного проекта, обязательно учитывали, что эта задача будет оставаться актуальной еще через 2-3 года к тому моменту, как проект начнется. Ну и, наконец, следующий аспект касательно глобальной инфраструктуры финансирования заключается вот в чем. Да, у нас есть международные банки развития, у нас есть доноры, но на сегодняшний день зеленая тематика, она достаточно большая, и у нас появляются зеленые инвестиционные банки. Ну, вы знаете, наверное, что такое инвестиционный банк. Это финансовая структура, которая привлекает ресурсы, затем его там таргетирует, направляет в определенные сферы в соответствии с политикой данного института. Так вот, зеленые рынки, они настолько большие, что есть достаточно крупные финансовые институты, которые целенаправленно свой инвестиционный портфель формируют, исходя из зеленых проектов, климатических проектов. Это не совсем быстрая история для Кыргызстана, но, например, для крупных проектов в энергетике, для крупных проектов в добывающей промышленности, использование инструмента зеленых инвестиционных банков потенциально может быть хорошей альтернативой традиционным источникам финансирования, с которыми вы работаете, потому что, повторяюсь, многие проекты, многие инвестиционные банки, они ищут такие проекты. Но здесь крайне важным является то, готовы ли ваши национальные инфраструктуры работать с этим инструментом зеленых финансов, с зелеными инвестиционными банками. И здесь большие определенные изменения должны быть сделаны, и мы на них сегодня в том числе сосредоточимся. Следующий аспект, на который хочется обратить внимание.
требований и рекомендаций международных финансовых организаций доноров. Вы должны очень четко понимать, что на сегодняшний день Кыргызстан ресурсов, привлеченных в климатические проекты, получил по международным каналам. Это либо заемное финансирование, либо донорское финансирование по линии ГЭФа, Зеленого климатического фонда и так далее. У указанных структур есть свои требования к подготовке, структурированию проекта. Когда мы говорили о том, что есть определенный потенциал для того, чтобы наращивать объем привлеченных ресурсов и желательно, естественно, грантовых, мы говорили вот о чем. Органы госуправления, Центр климатического финансирования, иные вовлеченные ведомства, Министерство сельского хозяйства должны очень четко знать требования указанных организаций. То есть должно стать хорошей практикой, когда, планируя на 5-10 лет работу с определенными партнерами, ваши специалисты в профильных отделах управления уже сейчас знают, что у каждого пула доноров есть свои требования политики по подготовке проектов, на что они обращают внимание. Вышла новая обновленная страновая стратегия банка, либо новый фреймворковый документ, что будет важно для определенного банка в ближайшие 5 лет. Условно говоря, через неделю ваши специалисты должны знать, на что будут обращать внимание офис условного Азиатского банка развития или Азиатского или Исламского банка развития, Всемирного банка в ближайшую пятилетку. И вы берете эти практики и делаете их чуть ли не руководящими принципами работы соответствующих отделов управления для того, чтобы вы могли увеличить скорость подготовки соответствующих проектных предложений. Есть ключевая проблема, связанная с климатическим финансированием по имеющимся каналам. Очень долгий срок по структурированной подготовки проекта. Поэтому для нас крайне важно, для Кыргызстана, ускорить скорость подготовки этих проектных предложений. Для этого есть у каждого банка свои политики, свои стандарты. Более того, зарубежные коллеги нам жизнь эту смогли облегчить. Каким образом? Например, когда вы готовите проекты по митигации, то есть любой проект, связанный со снижением, вы должны показать снижение углеродного следа от этого проекта. Собрались 25 международных организаций, международных институтов, и в 2012 году создали так называемую техническую рабочую группу международных финансовых институтов IFI и TFG. Они гармонизировали свои стандарты и подходы к учету углеродного следа. И это означает, что единожды освоив эти стандарты, сейчас я покажу следующий слайд, единожды доведя до органов госуправления, на что обращают внимание доноры, международные финансовые организации, вы знаете эти правила. И вы тем самым можете обладать универсальным инструментом, как готовить проект для каждого конкретного донора либо финансового партнера. Это на самом деле очень сильно облегчает жизнь. Гиперссылочка на указанные стандарты она здесь приведена. То есть, по сути, все, что вам надо, когда вы разрабатываете национальную политику в области, например, декарбонизации. Вы знаете, что вы планируете значительную часть этих проектов реализовать за счет внешних ресурсов. Это означает, что вы должны подготовить проекты по определенным стандартам. Это значит, что вы достаете эти стандарты, например, учета углеродного следа, эти методики, по возможности их в национальное законодательство, национальные практики. И тем самым вы единожды снимаете последующую проблему на годы вперед, и вы делаете все проекты по единым стандартам, и проект, который подготовлен по стандартам Всемирного банка, потребует незначительных корректировок для того, чтобы его переформатировать под стандарт НЕФК или КФВ, потому что для внешнего вашего финансового партнера отсылка к этим стандартам, она будет являться подтверждением того, что вы все правильно посчитали. Дальше вы будете готовить проект не год, не 1,5 года, а подготовите его за 3-4 месяца, например, и отдадите уже на последующие процедуры. И таким образом вы можете максимально ускорить подготовку портфеля проектов, которые будут отвечать приоритетным целям и задачам. Следующий крайне важный аспект – это то, что тематика изменения климата, она для многих представителей органов госуправления достаточно абстрактна. Что мы должны сделать? Мы должны экономически эту тематику приземлить и сделать понятной для каждого министерства и ведомства. Изменение климата – это для многих секторов, например, сельское хозяйство, водный сектор – это потенциальный ущерб. Все уже посчитано. Есть большое количество зарубежных методик, которые продвигаются МГИК
и иными международными организациями, которые работают по указанной проблематике. Когда министерство, ответственное за водный сектор, за сельское хозяйство, министерство по чрезвычайным ситуациям, хочет получить дополнительную аргументацию, важность климатической проблематики, все, что оно должно сделать, оно должно взять соответствующие международные методики, руководства, которые сведены в едином банке, про него мы расскажем сегодня, и тем самым их использовать. Тем самым вы подчеркиваете, что проблематика изменения климата для вашего конкретного ведомства – это не какая-то абстрактная история, это потенциальные потери там, сотен миллионов, миллиардов долларов, поэтому вам нужны соответствующие проекты, соответствующие продукты, соответствующие инструменты климатического финансирования. Аналогичным образом методологические подходы по оценке, например, экономических последствий изменения климата на локальном уровне, не обязательно страны в целом, вы вполне можете оценить негативные последствия на уровне города, населенного пункта. И, наконец, когда мы говорим про климатическое финансирование, есть большое количество методик и методологий, вот они вот здесь вот на слайде приведены, которые понятны международным финансовым организациям. Когда вы хотите посмотреть, как нам разрабатывать инструмент зеленых облигаций, есть соответствующее методическое руководство. Когда вы хотите посмотреть, как разрабатывать рынок инструментов револьверных фондов энергосервисных компаний, все уже есть разработано, посчитано, есть соответствующее руководство. Когда вы хотите посмотреть политики международных финансовых организаций доноров, уже есть соответствующее руководство. Наша задача свести это все в единый банк, предоставить этот банк данных органам государственного управления партнерам для того, чтобы они этот материал имели всегда под рукой. Поэтому обращаю внимание, что вся методология, связанная с планированием климатического финансирования, она уже разработана, она уже многократно апробирована, и она согласована четко, понятно тем международным партнерам, с которыми вы хотите работать. Поэтому на указанные аспекты рекомендуем делать большое внимание. То есть одна из вот этой вот преамбулы, да, нашей вводной части, которая у нас была, состоит вот в чем. На самом деле все далеко неплохо в Кыргызстане с точки зрения климатического финансирования. Более того, в регионе по отдельным показателям выглядите как чемпионы. То есть по среднедушевому объему мобилизации зарубежных ресурсов Кыргызстан впереди соседей всех. Это раз. Во-вторых, вы работаете с большим количеством доноров и партнеров. Уже сейчас эта практика установлена. У вас практически все международные организации активны в Кыргызстане, как по митигации, так и по адаптации. В-третьих, вся методологическая база и основа, которая помогает стране быстро и эффективно развивать инструменты климатического финансирования, либо более эффективно работать с международными партнерами и донорами, у вас также есть. Все, что мы должны сделать на сегодняшний день, это просто определенные нюансы методологические подсветить, вот как это мы сделали в презентации, апробировать те инструменты, которые будут более работоспособны, и дальше по их внедрению уже непосредственно двигаться.